Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это News on Air и я, его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы расскажем вам о том, что происходит в республике. Наши корреспонденты поведают о деятельности местных предпринимателей. Мы поговорим о погоде и, конечно, покажем захватывающие виды Ленского района. Якутия прежде всего известна как край суровых морозов, а также славится своей природой и таежными лесами. Но есть у республики и другие поводы для гордости. Предприниматели, деятельность которых вышла за границы родного края. В свете последних событий республиканские предприниматели также осуществляют деятельность по импортозамещению. Так, компания «Сахачай» представляет линейку продукции, ориентированную не только на регионального, но и федерального потребителя. Местная торговая марка осуществляет полный цикл производства чая из дикорастущего сырья на профессиональном оборудовании. Сбор сырья производится в экологически чистых районах республики. Сейчас, конечно, у нас тоже непростые времена, но ничего, мы как-то вот перенастраиваемся, ищем другие рынки сбыта. Например, сейчас разрабатываем Китай, Южную Корею, начали переговоры с Дубаем, да, и максимально, конечно, для внутреннего рынка у нас. Если даже другие российские какие-то компании думали, сейчас уже вот как раз после последних событий они начали сами на нас выходить, и есть какой-то спрос, и это нас, конечно, вдохновляет. Более того, к столетию ЯССР «Сахачай» выпускают отдельную брендированную линейку товаров со специально разработанным дизайном. Таким образом, местные товаропроизводители делают свой вклад в мероприятия по празднованию грядущего столетия республики. Вот, например, мы вот так создали набор. Тут полностью все, что здесь находится, это все полностью наше местное. Конечно, наш чай, местный шоколад, который здесь полностью делается с использованием наших местных ягод. Наш мед, варенье брусничное. И также мы положили, например, вот чай Укту. Это вот знак, чтобы пробудились именно национальный дух, культурное наследие, именно вот знак воссоединения, вообще именно в знак столетия СССР. Однако на этом местные предприниматели не останавливаются. Удобная и практичная одежда местных производителей стала доступнее, и найти ее можно в одном месте. Это событие актуально и своевременно, так как иностранные компании постепенно уходят с российского рынка. Большинство вещей шьется в Якутске. Иногда пошив особо сложных моделей доверяют российским швейным фабрикам. Материалы для одежды в основном закупают либо у российских поставщиков, либо напрямую из-за границы, в основном из Китая и Турции. Цены на ткани привязаны к курсу доллара, но якутские предприниматели уверяют, что приложат максимальные усилия для того, чтобы цены оставались на доступном уровне. Эта одежда отличается, кажется, от всего именно тем, что она местная и что она подстроена под менталитет наших женщин, под физиологию, анатомию наших женщин, что мы все здесь собрались, да, воедино, скажем так, именно для того, чтобы продвигать эту идею того, что дизайнерская одежда может быть еще и носибельной, доступной, да, и что ее может, то есть в плане там бюджетной даже, да, в какой-то мере, что мы стараемся придерживать цены для того, чтобы каждая девушка могла себе позволить это. А тем временем в ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета готовятся к летнему сезону. Семена перцев, земляники, также петуний и эустомы высадили в 20-х числах января. По словам работников сада, для того, чтобы рассада быстро выросла в помещении, должно быть 25 градусов тепла. Кроме этого, растение 14 часов должно находиться под светом. Для этого можно включить фитолампы. Еще один дельный совет – время от времени необходимо рыхлить почву. Работники ботанического сада планируют подготовить рассаду цветов и овощных культур. Из них некоторую часть продадут жителям Якутска. Можно немножко рассказать про дихондру декоративную. Начинает популяризироваться, выращивается она семенами, продается семенами, но мы, поскольку вырастили вот этот куст, допустим, в прошлом году, в этом году зимой собрали с нее семена. Семена довольно-таки крупные, посадили, как положено, вначале в рассадные ящички, а потом будем пикировать. В принципе, ее можно сажать вместе с петуниями, с колюсами, в любом вазоне, очень будет красиво смотреться, по идее.
Перейдем и к другим темам. В Якутске активисты землячества студентов Усть-Алданского района привели в порядок памятники выдающихся спортсменов Якутии. Так, очищена прилегающая территория памятника основателя физкультурного движения в регионе Николая Тарского и олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Эту акцию студенты приурочили к предстоящим 8-м спортивным играм народов республики, которые пройдут этим летом на благодатной земле Мюрю. Активисты также планируют провести субботники на территории других крупных спортивных объектов столицы. Поговорим и о погоде. Синоптики прогнозируют аномальное потепление на северо-востоке республики в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что в северо-восточной части республики ожидается температура воздуха в минус 15, минус 16 градусов. Ну а в Верхневилюйском районе тем временем объявлен трехмесячник по очистке от снега. Работы по сбросу снега с крыш пройдут во всех селах и организациях. Также посредством договора администрация села выполняет заказы на чистку снега и на предприятиях детских учреждений. Все работы планируется закончить в течение 2-3 недель в зависимости от погоды. В общей сложности работают уже 10 работников, в том числе техника, 3 КАМАЗа, 1 погрузчик. Работы будут вестись на пунктах администрации и в скверах и площадях Верхневильского наследия. Действительно, весенняя пора – время очистки территорий от снега. Не за горами оттепель, и горы снега превратятся в реки. Этой поры много лет ждали сотрудники Ленского реабилитационного центра, но в последние годы эту проблему помогает решить учреждению компания «Газпром Трансгастомск». Ее сотрудники с удовольствием посвящают 1 рабочий день уборки снега с территории реабилитационного центра. Подробности в следующем сюжете. Сегодняшний рабочий день у сотрудников предприятия «Газпром Трансгастомск» начался не как обычно. В это морозное утро, одевшись потеплее и вооружившись снеговыми лопатами, они отправились освобождать из снежного плена Ленский реабилитационный центр для несовершеннолетних. Ежегодная снежная вахта сегодня началась с детского реабилитационного центра. Очередной раз, значит, в этом году мы привлекли 5 единиц техники и порядка 20 людей. В данный момент производится уборка снега, для того, чтобы по весне здание не затопило. Работа шла быстрыми темпами. Пока техника занималась загрузкой и вывозом снега, сотрудники предприятия убирали его в труднодоступных местах. Буквально за несколько часов была убрана вся территория. Она, надо сказать, довольно большая. Вывезено более 20 машин снега. Вся работа была проведена совершенно бесплатно. Предприятие уже много лет оказывает всяческую благотворительную помощь учреждению. Руководство «Газпром Трансгастомска» всегда откликается на призывы о помощи. Не только по вывозке снега, но и материально очень здорово помогают. И к 1 сентября собрать семьи. Очень много. И уже ежегодно стало такой традицией, что по весне мы вывозим огромное количество снега именно с помощью данного предприятия. Это наши верные друзья, к которым мы обращаемся по очень разным вопросам и находим поддержку. Начальник службы защиты от коррозии Ленского линейно-производственного управления Денис Марселевич в своем интервью уточнил, что помогать учреждению их предприятия будет и дальше. На следующей неделе запланирована чистка крыши от снега. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Переместимся и в культурную столицу России. Так, на днях в городе на Неве состоялась презентация якутского регионального туристического маршрута, посвященного столетию якутской автономии. В экскурсионный тур по Петербургу вошли локации, так или иначе связанные с нашей республикой, от Смольного собора до Васильевского острова. Проект организован постоянным представительством республики и городским комитетом по делам Арктики. Первую прогулку по якутскому Санкт-Петербургу смотрите в материале Айсены Бурнашовой.
Санкт-Петербург – культурная столица России. Его имперское наследие, богатство архитектуры, многочисленные музеи и театры давно стали магнитом для туристов. Но мало кто знает, что главные туристические мекки города связаны и с якутянами, как, например, сквер Екатерины Великой. Ведь еще в начале 18 века с императрицей лично встретился Сафрон Сыранов. Это первый якутский депутат, который был таким деятелем государственного уровня, донес до нее прошение народа Саха об улучшении жизни, о предоставлении якутам получать высшее образование. А вот литературное кафе «Бродячая собака», где в 20 веке наравне с Ахматовой и Маяковским выступал Василий Никифоров-Кюльмныр. Или Смольный собор, где уже в наши дни работал, по сути строил город губернатор Яковлев, уроженец Алекминска. И это лишь малая часть знаковых мест для якутян. В маршрут входит более 10 точек. Это, в принципе, это маршрут по экскурсия по городу Санкт-Петербургу, но именно с привязкой к Якутии, к истории. Мы рассказываем о людях. Пискаревское мемориальное кладбище, памятники блокадного Ленинграда, Заячий и Васильевские острова, аллея якутян на Черной речке. Это не просто точки на карте, это исторические связи, по которым в том числе и проходит якутский маршрут. Интересный рассказ, мне очень все понравилось. И даже очень много узнала о своих сородичах, даже 17-18 веков. Вот эта экскурсия покажет, а что внесли в жизнь Петербурга якуты, как они защищали этот город во время Великой Отечественной войны, во время блокады. Первый тур по якутскому маршруту завершился. Впереди будут и новые. Организаторы планируют расширить локации и рассказать о якутском Петербурге еще большему количеству туристов. Подробности на сайте Поспредства. Будет очень популярен не только у жителей Якутии, гостей из Якутии, но, конечно же, и у жителей нашего города, потому что будет рассказывать и отражать, как на судьбу Петербурга повлияли выходцы из других регионов, в том числе Якутии. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. И в завершении выпуска, учитывая установившуюся весеннюю погоду, стоит отметить и Ленский район. Так, ленские сноубордисты открыли соревновательный сезон 2022 года. Сделать это в привычные сроки не позволяли ограничения, связанные с пандемией. Первым делом спортсмены обкатали доски в дисциплине слалом-гигант. Он предполагает 300-метровую трассу с препятствиями. Дистанцию проходят на скорость. Предлагаю понаблюдать за спортсменами и вдохновиться на активное времяпрепровождение. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.